1707 год. Начало года. В Чечню приезжает башкир Мурат Кучуков, один из руководителей башкирского восстания, с призывом поддержать башкир. 1708 год. 12 февраля. Нагайцы, кумыки, чеченцы и казаки-некрасовцы под руководством башкира Мурата Кучукова взяли штурмом крепость Терки. Победители захватили 10 орудий. 1711 год. Основание на левом берегу Терека станиц Червленная, Щедринская и Курдюковская на месте чеченских хуторов. Чеченцы переселены за Терек. 1718 год. 17 марта. Грамота Петра I Тарковскому шамхалу Адиль-Гирею о принятии его в русское подданство и назначении ему жалования в 3000 рублей с передачей во владение бывших чеченских владений по берегу Каспийского моря. 1718 год. 20 марта. По указу Петра I отправлена первая карательная экспедиция донских казаков против чеченцев в долины рек Сунжи и Аргун. 1719 год. 20 апреля. Обращение шамхала Адиль-Гирея к Петру I с просьбой назначить его сына правителем в Аухе для расширения своих новых владений по левому берегу реки Сулак, жалованных ему императором в знак принятия подданства, отвоеванных Петром I у чеченских феодалов-шихов Окотских при оказании сопротивления продвижению империи на юг. 1721 год. Набеги терских и донских казаков по указанию астраханского губернатора Волынского на земли чеченцев Терско-Кумского междуречья и северного берега Каспийского моря. 1721 год. Июнь. Поход русских под командованием бригадира-ветеране в Восточную Чечню. Август. Поход калмыков, вассалы России, под командованием поручика Кудрявцева в Чечню. 1722 год. Нападение чеченцев и кумыков на русские отряды в долинах рек Аксай и Ямансу. По указу Петра I отправлена вторая карательная экспедиция донских казаков против чеченцев в долины рек Сунжа и Аргун. 1732 год. Июль. Карательная экспедиция генерал-лейтенанта Дугласа в Чечню. 7 июля отряд полковника Коха, 500 человек пехоты и кавалерии, вступил в бой с горцами при Чечен-Ауля. Потеряв 200 человек убитыми, Кох вынужден был отступить. 1735 год. Основание на левом берегу Терека крепости Кизляр, на месте чеченских хуторов. Основание на левом берегу Терека станиц Каргалинская, Дубовская и Бороздиновская на месте бывших чеченских владений. Поход Умы хана Аварского и чеченского Уздениховки, качкалыковские чеченцы на Тарковское шамхальство. Восстание крестьян Тарковского шамхальства против нашествия чеченцев и аварцев, разорение шамхальства. 6 сентября. Поражение крымского хана Каплана I Герая в битве с чеченцами в Ханкальском ущелье. 1740 год. Основание на левом берегу Терека станицы Новогладковская на месте чеченских хуторов. 1741 год. Чеченские старшины Ахмат и Алибек заключили договор с Надиршахом о совместных действиях против русских. 1747 год. Восстание чеченцев против кумыкских и кабардинских князей и его подавление русскими войсками. 1758 год. Апрель-октябрь. Восстание в Чечне против кабардинских и кумыкских князей и их изгнание. На помощь чеченцам пришли отряды андийцев, аварцев и кумыков. Апрель. Карательная экспедиция коменданта Кизляра генерал-майора Фразендорфа в Чечню. Май. Поход калмыков, вассалы России, под командованием Яндыкова и Ерентиева в Чечню. 24 октября. Фразендорф наносит поражение чеченцам при Ауле Новый Чечень. Подавление восстания. 1760 год. Новое восстание в Чечне против кабардинских князей. 1770 год. Зима. Отряды чеченцев совершили набеги в районе Кизляра. Февраль. Русский отряд, 3 эскадрона гусар и 200 гребенских казаков во главе с генерал-майором Медемом за рекой Сунжа разорили несколько чеченских аулов и освободили русских пленных. А в ответ чеченцы совершили новый набег на Кизляр. Ингуши принимают русское подданство. 1774 год. 18 июня.
На правом берегу Терека казаки полковника Савельева и эскадрон гусар поручика Зимина нанесли поражение отряду чеченцев и кумыков, которые потеряли убитыми 76 человек и 3 знамени. Ноябрь. Под Кизляром Донской казачий полк Сулина был атакован отрядом чеченцев 600 человек, которые убили 30 человек и увели полковой табун 1000 коней. 1776 год. Начало года. Генерал-поручик Медем, оставив в Дербенте гарнизон в 500 человек и 4 орудия, во главе с майором Криднером, вернулся в Кизляр, деблокировал осажденную чеченцами станицу Старогладковскую, перешел Терек и жег несколько чеченских аулов. 1741 год. Чеченские старшины Ахмат и Алибек заключили договор с Надиршахом о совместных действиях против русских. 1747 год. Восстание чеченцев против кумыкских и кабардинских князей и его подавление русскими войсками. 1758 год. Апрель-октябрь. Восстание в Чечне против кабардинских и кумыкских князей и их изгнание. На помощь чеченцам пришли отряды андийцев, аварцев и кумыков. Апрель. Карательная экспедиция коменданта Кизляра генерал-майора Фразендорфа в Чечню. Май. Поход калмыков, вассалы России, под командованием Яндыкова и Ерентиева в Чечню. 24 октября. Фразендорф наносит поражение чеченцам при ауле Новый Чечень. Подавление восстания. 1760 год. Новое восстание в Чечне против кабардинских князей. 1770 год. Зима. Отряды чеченцев совершили набеги в районе Кизляра. Февраль. Русский отряд, 3 эскадрона гусар и 200 гребенских казаков во главе с генерал-майором Медемом за рекой Сунжа разорили несколько чеченских аулов и освободили русских пленных. А в ответ чеченцы совершили новый набег на Кизляр. Ингуши принимают русское подданство. 1774 год. 18 июня. На правом берегу Терека казаки полковника Савельева и эскадрон гусар поручика Зимина нанесли поражение отряду чеченцев и кумыков, которые потеряли убитыми 76 человек и 3 знамени. Ноябрь. Под Кизляром Донской казачий полк Сулина был атакован отрядом чеченцев 600 человек, которые убили 30 человек и увели полковой табун 1000 коней. 1776 год. Начало года. Генерал-поручик Медем, оставив в Дербенте гарнизон в 500 человек и 4 орудия, во главе с майором Криднером, вернулся в Кизляр, деблокировал осажденную чеченцами станицу Старогладковскую, перешел Терек и жег несколько чеченских аулов. Для защиты равнинных ингушей к ним отправлен отряд ротмистра Киреева. 1783 год. Начало года. Восстание чеченцев против кабардинских и кумыкских феодалов, вассалов Российской империи. Нападение чеченцев на русские поселения по Тереку. Март. Русский отряд, 3 батальона пехоты при 12 орудиях, 1150 казаков, во главе с полковником Кеком, перешел Терек и разгромил чеченские отряды под аулом Атаги. Потери чеченцев составили 400 убитых. Март. Карательная экспедиция майора Рика в Ингушетию. Июнь. Вооруженные столкновения между чеченцами и ингушами. Сентябрь-октябрь. Русские отряды во главе с генерал-поручиком Потемкиным и генерал-поручиком Самойловым перешли Терек, опустошили Чечню и нанесли поражение чеченским отрядам в боях под Атагами и Ханкалой на реках Валерик, Гихи, Гойта и Рошня. 8 марта. Первое сообщение генерал-майора Пеутлинга о выступлении шейха Мансура в ауле Олды против царских колонизаторов. Март. Обращение шейха Мансура к кумыкам с призывом подняться на священную войну. Шейха Мансура поддержали кумыкские князья Чупаловы и князь Малой Кабарды. Март. Письмо шейху Мансуру от Умы-хана Аварского о своей готовности присоединиться к нему. 2 апреля. Прокламации генерал-поручика Потемкина к чеченцам и кумыкам с призывом не поддерживать шейха Мансура. Апрель. Сообщение коменданта Владикавказа подполковника Матсена, что с началом выступлений шейха Мансура в Чечне начались крестьянские волнения в Осетии. Июнь-июль. В Чечню для подавления выступления сторонников шейха Мансура направлен русский отряд во главе с полковником Дапиери, 2000 человек, 2 орудия. 7 июля. Отряд полковника Дапиери потерпел поражение в Алдынском лесу. 424 человека, включая полковника Дапьери, было убито, 162 попало в плен. 8-9 июля.
Карательная экспедиция бригадира Апраксина в Чечню. 15 июля. Пятитысячное войско шейха Мансура, чеченцы и кумыки, захватило Каргинский редут, 4 орудия. Штурм крепости Кизляр был отбит. 26 июля. Донесение майора Жильцова о переходе черного народа в Малой Кабарде на сторону шейха Мансура. 29 июля. Отряды шейха Мансура атаковали укрепление Григориполис, гарнизон, батальон мушкетеров во главе с полковником Вреде, в 42 верстах от Моздока, но были отбиты. Июль-август. Шейх Мансур отправляется в Анапу для переговоров с турками. Август. Андреевские и Аксаевские князья подтверждают присягу на верность Российской империи и заверяют русские власти в преданности в борьбе с шейхом Мансуром. 19-22 августа. Шеститысячное войско шейха Мансура вновь пыталось штурмовать Кизляр, но было отбито. 22 августа. Шейх Мансур напал на Томский пехотный полк, который с большими потерями отступил в Кизляр. Шейх Мансур ушел в Кабарду. Сентябрь. По призыву шейха Мансура кабардинские князья от Ажука-Мусостов, Наврузов, Агдемиров и Кудинетов выступили против русских. Сентябрь. Шейх Мансур отправился в аул Эндери к князьям Чупаловым с целью поднять на борьбу с Россией кумыков и нагайцев. Октябрь. Шейх Мансур взял в аманаты детей князей Чупаловых Узденей Казбека, Умашова и других кумыкских феодалов. 30 октября. В ущелье между укреплением Григориполис и Малой Кабардой произошло сражение между русскими войсками генерал-поручика Потемкина, 5,7 тысяч человек, и отрядами шейха Мансура, которое закончилось без определенных результатов. 2 ноября. У аула Татартуб в Кабарде произошло сражение между русским отрядом полковника Нагеля, Московский пехотный полк, гренадерский батальон 2 роты Кабардинского и Селенгинского пехотных полков, 2 эскадрона Астраханского драгунского полка, Моздокский казачий полк, 300 донских и гребенских казаков и 20-тысячным войском шейха Мансура, чеченцы, кабардинцы, кумыки, лезгины, которое также закончилось без определенных результатов. Полковник Нагель отступил к Моздоку. Декабрь. Объявление русской администрации вознаграждения за поимку шейха Мансура – 300 рублей, за князя Дола – 200 рублей. 1786 год. Январь-февраль. Шейх Мансур проводит насильственную мобилизацию в кумыкских аулах Эндери, Аксай, Костек и Брагуны. Август. Аулы Эндери и Аксай отходят от движения шейха Мансура. Сентябрь. Шейх Мансур второй раз отправляется в Анапу для переговоров с турками. В ингушских аулах русские власти проводят мобилизацию в ополчение против чеченцев. Собрано более 600 человек. 1787 год. Шейх Мансур объявляется имамом Чечни. 5 октябрь. Турецкий султан признал шейха Мансура имамом Северного Кавказа. Январь. Карательная экспедиция в Чечню под командованием полковников Савельева и Ребендера. Май-июнь. Выступление шейха Мансура в горских аулах с призывом встать на защиту свободы. Июнь. Шейх Мансур третий раз отправляется в Анапу для переговоров с турками. 3 июля. Шейх Мансур, потеряв надежду собрать новые силы в Чечне и Дагестане, уходит за Кубань, где возглавил отряды черкесов в междуречье Урупа и Лабы. 20 сентября. Полковник Ребендер нанес поражение шейху Мансуру на реке Большой Зеленчук. Черкесы потеряли убитыми до 400 человек, отряды полковника Ребендера потеряли 414 убитыми солдат и офицеров, 2 пушки, 512 лошадей, провизию. Сожжено больше 50 телег провизии. Победа стоила огромных потерь. 21 сентября. Отряды шейха Мансура, черкесы и нагайцы атаковали авангард корпуса Потемкина, но были отбиты. Однако корпус понес значительные потери. Октябрь. Казачий корпус наказного атамана войска Донского и Иловайского, 12 тысяч человек, перешли через Кубань и уничтожили в районе рек Лаба и Уруп 300 аулов, поддерживавших шейха Мансура. Разоренные жители аулов ушли в армию Мансура. 29 октября. Кабардинское ополчение числом до 2000 во главе с генерал-майором Горячевым разбило отряды чеченцев числом до 500 человек на переправе через Терек и освободило значительное число русских пленных, потери кабардинцев более 260 человек, потери чеченцев 58 человек, большая часть пленных вырезана до 300 человек. 1788 год. 15-16 января.
Отряд чеченцев атаковал планшетный завод возле станицы Щедринская, но были отбиты командой егерей во главе с поручиком Гагариным. Потери чеченцев составили 22 убитых и около 50 утонувших в Тереке при отступлении. 15 октября. В связи с частыми набегами чеченцев был эвакуирован гарнизон крепости Владикавказ. Август. Шейх Мансур возвращается в Чечню с целью поднять чеченцев и соседние народы на борьбу с русскими. 1791 год. 13-22 июня. Генерал Аншеф Гудович осадил и взял штурмом Анапу. Шейх Мансур попал в плен. 1802 год. 27 сентября. Чеченский набег под предводительством шалинского старшины Бейбулата Таймиева, уроженца аула Иласхан-Юрт, на казачьи кордоны. Во время этого набега был взят в плен полковник Дельпотца. 1806 год. Карательная экспедиция генерала Глазенапа по реке Аргун в Большую Чечню до Герменчука. 1807 год. 12 февраля, 18 марта. Карательная экспедиция 10-тысячного отряда генерала от инфантерии Булгакова в Чечню в районы Герменчука, Атагов и Ханкалы. 17 февраля. 16-й егерский полк после 9-часового боя с чеченцами устанавливает контроль над Ханкальским ущельем. 1810 год. Набеги Бейбулата Таймиева на русские гарнизоны. 4 июня. Нападение черкесов и чеченцев на крепость Владикавказ. 22 августа. В крепости Владикавказ подписан акт о присоединении Ингушетии к России. Акт присяги 6 ингушских фамилий России. Осень. Основание крепости Назрань. 30-31 мая. Переговоры между Бейбулатом Таймиевым и Тормасовым в Тифлисе.